Один человек пострадал в результате столкновения Hyundai Solaris и Renault Logan на проспекте Ибрагимова. По предварительным данным, авария произошла по вине водителя французской иномарки, водитель которого протаранил Hyundai. Прибывшие на место инспекторы выяснили, что предполагаемый виновник происшествия вообще не имел права садиться за руль. Почему, знает Анна Городнова. Я въехал, в автомобиль стоящий. Непонятно, откуда он вышел. Свою вину в произошедшем водитель Renault Logan не отрицал. Рассказал, что ехал с возлюбленной по проспекту Ибрагимова, отвлекся на секунду от дороги и не заметил Hyundai Solaris, который стоял спереди. Эту же версию подтвердил и водитель корейской иномарки. Все машины стояли, и я стоял. Он сзади подлетел и врезался. Водитель Hyundai рассказал, что подрабатывает в такси. В этот вечер он забрал пассажира и намеревался довести его до пункта назначения. Но доехать туда было не суждено. В результате происшествия пассажиру потребовалась помощь медиков. Удар был сильный, шею, повредил. Медики диагностировали у 38-летнего пассажира растяжение шейного отдела позвоночника. Другое мнение было у матери предполагаемого виновника аварии. Она прибыла на место происшествия после звонка сына. Рассказала, что пострадавший не спешил вызывать бригаду скорой помощи, а начал торговаться с юношей и предложил урегулировать вопрос без помощи инспекторов. К слову, отметила она, подобное предложение исходило не только от него. Водитель просил 5 тысяч, пассажир пьяный 8 тысяч. А договориться смогли или не смогли? Ну а как с пьяным пассажиром договариваться? И зачем деньги, если они потом отъедут, а потом скажут, вот давайте деньги опять, что ли? Что вот у меня там травмы, еще что-то. Искать ответы на вопрос, почему ситуация получила такое продолжение, долго не пришлось. Как оказалось, 18-летний водитель Рено не имел права управлять автомобилем. У меня прав нет. А вы отучились? Почти, экзамены остались только. А что сейчас с вами будет? Ничего хорошего. К слову, мать водителя знала об отсутствии водительских прав сына. И не даю. Не разрешаю. Мам, я только девушка, девушка живет рядом. Ну, и да, решил покататься. Молодой человек признался, что ездит без прав уже не в первый раз. Не отрицал и того, что управлял машиной, будучи несовершеннолетним. А без прав-то не страшно кататься по городу-то? Нет. А как часто катаетесь? Каждый день. Полгода уже. За езду без прав предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Если выяснится, что автомобиль, которым управлял юноша, принадлежит кому-то из родителей, то им придется заплатить 30 тысяч рублей за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющего прав. Степень вины каждого еще только предстоит установить. Анна Городнова, Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112.